сразу был свет в пространстве? Я не понимаю, почему горят колонны, почему горит труба, можно все выключить? Теперь включите колонны и трубу. Дым из трубы. Дым из трубы, побыстрее, пожалуйста. Почему у нас верхний свет не горит? Можно дать верхний свет? Верхний свет, побыстрее, пожалуйста. Меня кто-нибудь слышит? Аня, прошу вас, читайте анекдот. Дайте Ане микрофон. Аня, микрофон. Илья, что ты здесь делаешь? Уйди, пожалуйста. Екатерина, я то, что мы утвердили, читаю. Да. Анекдот, в котором императрица проявляет остроумие в отношении скабрезности Петра I. Дамы слушать с осторожностью. Дым из другой Дочь государыни Екатерины как-то была представлена делегацией духовенства, которые изложили ей свою просьбу. Царь, батюшка Петр Великий, художники, рисуйте. Читать дальше. Художники, рисуйте экспрессивнее, динамичнее и добавьте какого-нибудь цвета. Я читаю, Екатерина. Нет, подожди. Что-то не то с настроением, и нет смысла. Дочь государыни Екатерины как-то была представлена делегацией духовенства, которые изложили ей свою просьбу. Царь и батюшка Петр Великий колокола на пушке изволил приведить, а когда их снимал, то обещал в скорости вернуть. Стоп. Аня, понимаешь, так не смешно. Кому-нибудь смешно? А это анекдот. И по идее должно быть смешно. Можно добавить смех. Но художники, смеетесь. Дочь государыни Екатерины как-то была представлена делегацией духовенства, которые изложили ей свою просьбу. Царь и батюшка Петр Великий колокола на пушке изволил перевить, а когда их снимал, то обещал в скорости вернуть. Да так и не вернул. Стоп, Марина, ситуацию, пожалуйста, ты танцуй. На это Екатерина II обращались ли с этой просьбой к самому Петру Первому. Художники, смеетесь, Я рисуйте. Не по центру, иди туда в угол. Нет, сначала и Пред дочь государыни Екатерины как-то была представлена делегация. Стоп. Невозможно слушать. Давайте просто выпьем шампанского. Классно. Шампанское. Музыку. Динамичный клавесин. Музыку. Ну что такое музыку? Я не понимаю. Аня, читай пока анекдот. При дочь государыни Екатерины как-то была представлена делегация духовенства, которые изложили ей свою просьбу. Царь и батюшка Петр колокола на пушке изволил перелить, а когда их снимал, то обещал в скорости вернуть. Да так и не вернул. И поспособствуете ли вы, матушка, нашим горе? Знаете, Екатерина II прибавила. Нет, другой. Обращались к этой просьбе самому Первому. Нет, читай. Другой трек. И даже петиции он из тех времен у нас сохранилась. Императрица пожелала на ее печатку, когда она была вручена, и видела, кроме прочего, и резолюцию, на ней начеркнутую. Я тоже читаю. Моего не надо. Художники, смеетесь. Аня, танцуй. Марина, танцуй, Оля, танцуй. Я тоже танцую. Илья, танцуй. Все, я пошла в юбку. Аня, дай текст. Другой трек. Это текст для записки Екатерины Великой. Иначе оставалось бы мне неизвестно. Спасибо, нет, не надо это играть. Я сама прочту.
совсем не любит. Через 2 недели после свадьбы он мне сказал, что влюблен в девицу Карла, фрейлину императрицы. Он сказал это графу Дивьеру, своему камергеру, что не было и сравнения между этой девицей и мной. Не было сравнения между этой девицей и мной. Дивьер утверждал обратное, он на него рассердился. Эта сцена происходила почти в моем присутствии, и я видела эту ссору. Правду сказать, я говорила самой себе, что с этим человеком я непременно буду очень несчастна, если и поддамся чувству любви к нему, за которое так плохо платили. И что будет с чего... Оля умирает. И что будет с чего умереть от ревности, безо всякой для кого бы то ни было пользы. Итак, я старалась от самолюбия заставить себя не ревновать к человеку, который меня не любит. Но, чтобы не ревновать его, не было иного выбора, как не любить его. Нет. Если бы он хотел быть любимым, это было бы для меня нетрудно. Я от природы была склонна и привычно исполнять свои обязанности, но для этого мне было необходимо иметь мужа со здравым смыслом, а у моего этого не было. Оля Жюли. Музыку. Динамичный клавесин. Антон. Художники рисуют? Художники рисуют. Антон, выйди, пожалуйста, в просвет. Свет на Антона. Антон? Где Антон? Ибо этот человек вам верен и вам служит. Антон! Читай, пожалуйста, текст. Это он произнес слово. Императорское величество хотело пройти 53 пешком. Теперь отправилась в свой дом в Покровское. Нам тоже велели направиться в путь к Троице. Мы поселились на этом пути. Планетские даже Москвы. На очень маленькой даче, принадлежавшей Белоковой, где я повторяю свой дом. Все помещение стояло на маленьком зала дома с 2 маленькими комнатами в гостях. Мы были палатки Воскребова. Первым приходилось на нашей даче. Великого князя была одна палатка. Я занимала нашу маленькую палатку, полосала в другую. Белокова были в остальных палатках. Обедали в зале. Императрица делала пешком ничу, великого князя отдыхала несколько дней. Это путешествие продолжалось почти все лето. Мы ежедневно ходили на охоту после обеда. Когда императрица дошла до Знаевского, которая находится почти на стыке Знаева, по ту сторону большой дороги в Троицкий монастырь. Гетман граф Резиновский, младший брат фаворита, живший со своей дачи в Петровском, на Петербургской дороге по другую сторону Москвы, думал поезжать там каждый день в Раево. Это был человек очень веселый, приблизительно нашего века. Мы очень его любили. Белокова охотно принимала его к себе как брата фаворита. Его посещения продолжались, но лето его всегда встречали его с радостью. Он обедал и ужинал с нами, и после ужина общал свои идеи. Следовательно, он делал от 40 до 54 день. Лет 20 спустя мне вдумалось его спросили, что заставляло его туда приезжать или что уходили из нашего пребывания в Раеве. Тогда как его собственный дом ежедневно решил лучшим обществом, какое тогда было в Москве. Он мне ответил, не колеблясь, любовь. И, боже мой, сказала я ему, в кого вы у нас могли быть влюблены? Кого? Сказал он мне, вас. 20 лет назад, ваше императорское величество.